Ялгачи Кельгамаялга. Здравствуйте, дорогие друзья! Ялга, очень вас тулуману, миттагу алтынек, эльзен кезерин велентень, сабаевантень, сурверентень. Тупталось лишь умботи книга, васинтис лись, моя малая родина, Сабаева, сурверенть ало, и умботи книга сяк, лись, текелементь ало. Моя малая родина, эрсяк смеремс, монь чачума мастером, сонденза мазы, питни, лембе, месия карась. Сурвелень эричатне пек вечксы жеществелес, лачесть пек ламу мором, унсолосыне кялгат гейкень и исклетес, вай делещ. Зярда сурвели не речатня, ты коч крутое не речатня. Вас ты вашинче книга, а не юж и не пеца умпочись. Ну, не ван синик, мейсе сон вашинче действия явове, кода ты сопылал тома. Вашняя, ми, наверное, макстамвал, нолды чадненей. Тем, всех те прерии, всех те вадря, всех те мини-республика сенсодовекс авантень. Раиса Борисовна Щанкина, Мордовия Республика, культура заслуженной вожудитянтень. Раиса Борисовна Медь, Састи Паро, Арсимась, Нолданс, Эсензе Велидензе, Чачума Велидензе, книга. Пинек Раиса Борисовна и Нескетвал. Возняет весени сюконян, сыге, из того пару восту у вас. И мой имеет пару юртамс. Что монь веледень, чачума веледень лист того веки книга.
те монарсян покш казни. А вот эрвавелись, куда эрвавели пились тему книгазу. Аминь, все-таки, куда то пактыник меленек, куда стакай лязули, васенцы книга слись, то сон нама сиди мазы, сон сиди покш, сон моля альбом йону. Те книга сиди муду аулис, тему мазы, но сюпавчинцы коряс, сон месьяк акаднови, аялови, меки влан карсян, сон сиди сюпав, сиди то суламу материал, конатни максы, содыця ломать. Те историки Иван Иванович Потапкин, те Мордовия Республика, заслуженные работники Татьяна Петровна Прокина, Сюпратен за сон якось ми Белилга, Калмазырга ютась, Пекламу Савстенза ютамс, Вишнемс, Исюрматумс, Сюконянтензе. Нама Волковтис Павел Николаевич, сон Сюрмадесен, Земелен, Зарсиман Зюртызе, Косо, Чач, Косо, куда мерить футбол с Малксимас. Сон мусь викшнев, сон стеди миллионни, сурверес теке, зари викшнев, сто саминек ломать, Малксить, оскасо. И сон мерит систему сась, из залишка из тему, что английский, английский футболом чачу матарказо, а минек сурверес. Ну, те сон зарсимас, и арсен ламот сон закармить яому. Мезимирян, те кортицы дела мог кормить, так умерян, издатель Константин Иванович Шапкарин, покшсу пря, сенлак сапаквану, что ярмак унесть, я узи опекла мос, он мерили, разбавили, все равно мы издадим эту книгу, несмотря ни на что. И вот нашли возможность, я, кстати, даже перехожу на русский ради вас. Вот это. Несмотря на сложности, конечно, были очень большие сложности. У меня вдруг компьютер вышел из строя, караул, я одного мастера, второго, третьего, никак не могу найти причину. У меня весь материал, который я собирала, который сканировали мы, вот и Барцаева Елена помогала, и другие люди помогали, у меня весь материал полетел. Вы понимаете, что было такое? И как раз Новый год. Я за голову схватилась и прям чуть не реву. Здесь Константин Иванович прибегает. Вы что, давайте разложили все эти вот фотографии, давайте по родам, кто здесь чего. Так что если где-то чего-то, какие-то ошибки, вы уж не обижайтесь. Действительно, это очень трудный, трудоемкое дело. Книгу собрать и о людях рассказать, это очень трудно. И поэтому мы столько усилий и умственных, и психологических, до нервоза даже доходили. Но спасибо Богу, что мы все-таки выдержали, и книга получилась, я думаю, неплохая. Но на этом мы не будем останавливаться, потому что здесь уже заявки идут, потому что не все, так сказать, фотографии всех семейства мы вместили. Но это действительно невозможно. У нас село очень большое, 7 тысяч было раньше. Сейчас, конечно, поменьше село стало, но все равно есть о чем, что рассказать о жителях нашего села, и поэтому мы будем продолжать это дело. Мы уже начали, мы уже собираем. Все это помогает мне Надежда Петровна Родионова. Она тоже сегодня здесь, молодец, умница, что пришла. Очень много она помогла, действительно. Она всех там знает исключительно, даже о моем дедушке больше знает, чем я сама. Очень человек такой любопытный, везде очень память хорошая. Спасибо всем. Ну, давайте мы нашу встречу. Здесь сегодня будут звучать и песни, и русские, и рязанские, и макшанские. Давайте мы все-таки уйдем с этой встречи чуть немного подобрее и с хорошим настроением. Спасибо. Кода ялга держится Раиса Борисовна, книга «Новый часа», мини республика Сосодовикс, издатель Константин Шапкарин. Константин Иванович, расскажите, пожалуйста, как шел процесс работы над изданием книги? Добрый день, уважаемые друзья. Я хотел бы прежде сказать большое спасибо моим авторам. Их много. В этой книге мы работали как такой большой командой. И мне показалось, что когда стал вопрос издавать какую книгу,
Мы решили не повторять книгу первую. У нас почти не повторяются фотографии. Вот в той было 490 фотографий, и в этой 450, по-моему. Может быть, одна или две повторяются. А по большому счету, никто, вот если кто будет смотреть, иногда спрашивает, почему про Лавровскую нет. Потому что в первой книге уже про Лавровскую было 3 очерка. Какие-то вещи, как биографические очерки, они тоже в первой книге были. И мы в этом отношении сделали книгу абсолютно другую. Это не переиздание, не издание расширенное, бывает дополненное, исправленное. Нет, это другая книга, но, кстати, с тем же самым названием. Мне было это сделать важно, потому что, знаете, какая ситуация? В какой-то мере я тоже человек с Присурья, бабушка и дедушка из Березняков, и как-то тянет к этим местам. Сейчас вот мои родители живут в Объясе, поэтому было очень важно, чтобы как бы нашу родину, это тоже почти моя малая родина, и вот все, что связано с этой рекой, ну и, наверное, заряжено ее энергетикой, это очень важно. Хочу большое спасибо сказать 2 людям. Про Раису Борисовну отдельный разговор, может, в конце, а вот про Татьяну Петровну Протину и про Ивана Ивановича. Он, по-моему, здесь сидит. Да? Очень хорошо, что вы приехали, потому что вы для нас инкогнито. Вот, Иван Иванович Потапкин, он учитель Семилейской, правильно? Средней школы. Его очерки составили ядро книги. Исторические очерки о Первой мировой войне, о репрессированных, о истории храма Сабаевского. Вот, вы знаете, я поначалу немножко распереживался, думаю, наверное, одни фотографии будут в этой книге. А на самом деле нет. Мы сделали так, чтобы первая часть, именно, как я говорю, с буквами, она не уступала визуальной. И большое спасибо, Иван Иванович, вам, что вы откликнулись. Вот, действительно, настоящий профессионал, историк, окончивший тот же самый факультет, что и я. Было очень приятно ваши статьи читать, потому что я как издатель должен все читать. А вот с Татьяной Петровной Прокиной была другая история. Дело в том, что про костюм, про сараевский костюм, никто особо ничего не писал. А Татьяна Петровна как пожарная команда. Она иногда делает какие-то книги, а только потом я осознаю, что ведь она в этом ничего не писала. Это не наработанный материал. И вот в декабре месяце, когда чуть-чуть, слава богу, занесло снегом нас, а если не чуть-чуть, то я расскажу почему. Татьяна Петровна поехала вместе со своей подругой Ольгой Игоревной Крыжинской в ваше село. Она родом действительно не из Сабаева, она по большому счету, как и я, косвенно к этому проекту относится, но, вы понимаете, они вдвоем поехали. Сами, вот представьте, вдвоем, незнакомое село, пошли на кладбище, чтобы посмотреть родовые знаки на крестах. Нашли старожилов села, расспросили их о костюме, об особенностях костюма. Я не буду говорить о том, что сделала Татьяна Петровна, но она сама мне здесь расскажет. Вот мне показалось, что это какой-то такой научный подвиг. Ведь время было очень сжатое. У нас надо было выпустить книгу еще в прошлом году, в 2015. И вот хочу вас всех благодарить, дорогие мои авторы, и вот Надежду Родионову тоже, с тем, что вы как-то смобилизовались. И еще хочу сказать напоследок вот, ничто не дано просто так. Ничто в этом мире не предопределено. Что я имею в виду? Вот все думают, что там про каждое село книгу можно написать. Вы знаете, у нас, по-моему, по переписи где-то сейчас 450-500 с чем-то сел. Вот я как издатель, я могу сказать, что книг про села, и вот Александр Степанович Лутунин, как бывший директор книжного издательства, скажет, у нас где-то 30-40 книг про села. Не про районы, а про села. На самом деле это очень большая редкость. И все это зависит от инициативы людей, а не по какой-то государственной программе, вот там список сел, давайте будем делать книги. Нет, вот есть человек, захотел он это делать, будет книга про село. Нет человека, нет его инициативы. Может быть, даже, знаете, как говорят, здоровье не купишь. Иногда и книгу не купишь. Иногда делают книги, но они больше похожи на фотоальбомы. А это все-таки 2 самостоятельно живущие книги. Я хочу напоследок сказать
несколько слов про Раису Борисовну, потому что Раиса Борисовна у нас передовой отряд мордовской Рязанской, конечно. Мы в последнее время с ней не только книги делаем, но и делаем очень важное дело. Ездим по районам соседним, были на Равчате, едем завтра в Лямскую область, Корсунский район. Говорим о том, как мы живем, что есть такая Мордовия, потому что многие регионы нас не знают. Хотя была большая программа, но тысячелетию. Но вот, например, в Корсун не ездили, на Равчат тоже как-то, потому что там мало мордовских сел. А мы сейчас вот сами по себе такой инициативной группой ездим, потому что у нас есть хорошая выставка, которую Мордовский заповедник имени Смедовича нам дал, называется «Окно природы». И вот мы уже были в двух городах, на Равчатах и Кисловодске, вот вместе с фольклорно-этнографическим ансамблем, такими замечательными нашими женщинами, которые здесь в зале сидят. Большое вам спасибо, потому что ваши выступления украсили нашу выставку. Это вам. А еще мы с Раисой Борисовной выпустили книгу, которая называется «Рязанская азбука». Это тоже очень важный момент, потому что это прекрасная книга, она в стихах, она с загадками, пословицами. Вот, большое спасибо, что вы у мордовского и рязанского народа есть. Это большая удача. Не везде так бывает. А еще хочу выразить благодарность Петровне Родионовой. Вот почему? Потому что именно ее усилиями мы в декабре прошлого года эту книгу вытащили. Действительно, память феноменальная, надо пожелать ей большого здоровья, больших успехов. Может быть, мы еще третью книгу когда-нибудь сделаем, кто знает, раз вы взялись на... Я вот хочу сказать, что помогайте этим женщинам. Помогайте. Почему? Потому что, вы знаете, время уходит люди, а нужно, чтобы информация, память все-таки как-то отложилась. Вот книга, может быть, один из немногих источников, как можно отложить эту память, чтобы она как-то проросла. Очень важно. Спасибо.